Друзья, добрый день! Сегодня, благодаря подсказке, вы узнаете десятки новых слов, хотя выучим всего 4. Приступаем! Итак, новые слова. Тасу – возить, носить. Жену – побеждать. Хоралыс – стройка. Гарыш – космос. Смотрим слова запоминалки. Стас, что у тебя в руках? Таз. Я в нем воду ношу. Выделено таз, таз, ношу. В словаре тасу, возить, носить. И еще одно слово запоминалка. В тазу носили воду. Выделено таз, выделено носили. И в словаре тасу, носить, возить. Женщину победит даже самый слабый мужчина. Выделено жен, выделено победить. В словаре жену побеждать. Всех кур лиса съела, пока шла стройка курятника. Выделено кур, лис, выделена стройка. И в словаре у нас курылыс, стройка. Следующее слово запоминалка. На стройке курили скрытно. Мастер запрещал. Выделено стройки, курили с. Курылыс, стройка. Не Гагарин вышел первым в космос, а Леонов. Выделено гар, иш, космос. В словаре гарыш, космос. Итак, повторяем. Тасу – возить, носить. В тазике Стас носил воду. Жену – побеждать. Женщину победит любой, даже самый слабый мужчина. Курылыс – стройка. Пока строили курятник, всех кур лисы поперетаскали. Гарыш – космос. Не Гагарин вышел в космос первым, а Леонов. Теперь давайте повторим то, что мы уже знаем. А знаем мы с вами, что если к существительному добавить частицу хана, то получим помещение. А частица жай покажет, что речь идет о каком-то месте. Причем перевод здесь не будет прямым. Например, кітап – книга, добавляем хана и получаем библиотеку. Кітап хана. Даре – лекарство, добавляем хана, получаем даре хана, аптека. Мейрам – праздник, плюс хана равно мейрам хана, ресторан. Вспомнили. Еще повторим. Ас – еда, плюс хана, получаем столовую, асхана. Ауру хана – больница у нас получится, если мы хана добавим, к слову ауру – больной. Ну, вот самое простое, самое легкое – чай хана. Чай плюс хана. Дальше поликлиника – ем хана. Это если мы хана добавляем к лечению, то есть добавляем к слову ем. Теперь попробуем с частицей жай повторить. Ауе – это атмосфера, это высь, это небо. Добавляем жай, получаем ауезжай, аэропорт. То есть место, где много воздуха, много неба. Мура – наследие, плюс жай, получаем мурашай, музей, то есть там, где много наследия. Сая – прохлада, добавляем жай и получаем саяжай, дача. На даче, конечно, прохладнее, чем в степи. Подсказка номер 34. В казахском языке
Если к глаголу в неопределенной форме добавить суффиксы «ши», «ше», то получим слово, которое будет обозначать профессию. То есть увидели глагол в неопределенной форме, увидели суффиксы «ши», «ше», и так же, как слова, в которых находится хана, и мы знаем, что это помещение, то и здесь мы будем знать, что это профессия. Давайте разбираться. Жазу – писать. Мы добавляем суффикс «ши», потому что ау твердые, да, жазу, все гласные твердые. И получаем жазуши, то есть человек, который пишет. А это у нас писатель. Следующее слово оку. Оку – читать, оку – учить. И мы добавляем суффикс «ши», потому что все твердые, и получаем окуши. Ученик, то есть человек, который учится. А попробуйте перевести слово «сатуши». Зная, что «сату» – продавать, значит «сатуши» будет правильно продавец. А как мы переведем «саты полуши»? Правильно, покупатель. Сатып алу – покупать, сатып алуши – покупатель. Жеберуше мы переведем отправитель, потому что жеберу – отправлять. Значит, это будет отправитель. Где мы такое слово используем? Конечно, на почте. Когда отправляет человек посылку, письма, там написано отправитель и получатель. Женауши. Правильно, это будет сборщик. Женау собирать. Человек, который собирает, будет сборщик. Следующее слово кесуше. Вот вы сейчас заодно вспомните все глаголы. Это резчик, это рубщик, то есть человек, который режет. Кису – резать. Тазалауши – очень простое слово, чистильщик. Хорошо, идем дальше. Карауши. Карау – смотреть, харауши – смотритель. А кто такой будет жол карауши? Как вы думаете? Человек, который смотрит за дорогой, то есть либо дорожник, либо путеец. Это обычно на железной дороге. Келюше. Посетитель, то есть тот, кто приходит, приходящий. Кетуши. Правильно, уходящий. Вот смотрите, мы можем еще и переводить, как на русском языке это будет звучать как причастие. Приходящий, уходящий. Но это обозначает человека. Туруши. Туру – стоять, жить. Значит, туруши – это жилец, это житель. Журуше – это отъезжающий. Журу – ходить, журуше – отъезжающий. А как вы думаете, жеуше – это кто, если же у нас кушать? Едок. Едок – растратчик. Ойлауши. Легко, правда? Это мыслитель. Ойлау – думать. Человек, который думает, мыслитель. Дальше. Айтуши. Правильно, говорящий. Элен айтуши. То есть говорящий. Элен стихи, да? Песни. Это будет певец.
Görüşe. Зритель, то есть человек, который смотрит, видит, что-то видит, он зритель. Кино, görüşeler. Очень просто, кинозрители. Молодцы. Дальше. Сенуше. Помним, что сену – верить. Это доверяющий. Деуше, деу говорить. Это говорящий, то есть тот, кто произносит речь. В английском бы сказали спикер. Тегуше. Очень простое слово. Портной, тот, кто шьет. Кысуши. Притеснитель. Зажимщик. Кысу – зажимать. Хыруши. Губитель. Хыру – уничтожать. Хыруши – губитель. Устауши. Устау – держать. Устауши – держатель. Ну, например, акции. Чаще всего это слово используется в банковской терминологии. Демалуши. Правильно, отдыхающий. Салуши. Очень сложное слово. Укладчик, застройщик, строитель. То есть салу – класть. И получается укладчик, застройщик, строитель. По секрету скажу, что если мы будем говорить салу, то это будет строить дом, класть дом. Тасуши. Носильщик. Мы сегодня с вами учили слово тасу, нести. Так вот, тасуши – это носильщик. Агаш тасуши, то есть тот, кто носит дерево или возит, это будет лесовоз. Сутасуши. Водовоз, молодцы. Хатасуши. Письмоносец. Отлично. Но не только от глагола можно образовывать слова, которые обозначают профессию. Например, к существительному добавляем суффиксы также ши, ше, пас, гер и тоже получаем профессию. Песеруше. Песеру – готовить, печь. Песеруше – это человек, тот, кто варит, печет, готовит. Либо песеруше – это еще и сварщик. Можно еще и так сказать. А вот если мы скажем ас песеруше, то это конкретно кто готовит еду, то есть повар. Но чаще всего говорят асши, повар, либо еще чаще говорят аспас, повар. Это самое распространенное слово. То есть ас – еда, пас – это вот то, что я вам говорила, суффикс, который добавляется. Аспас – кулинар, повар. Аспасши – так тоже говорят, и это тоже будет повар. И если мы добавим к слову аспас, кулинар, добавим хана, то что у нас получилось? Правильно, кулинария. Вот видите, как вы легко уже можете, зная подсказки, переводить слова. Дайерлау – готовить. Играем с этим словом. Дайерлауши – изготовитель, то есть тот, кто готовит, изготовитель. Даяр, если дайерлау готовить, то даяр – это готовый. А если мы скажем даярши, то это будет, удивляйтесь, официант. Жену – побеждать. Новое слово. Женуше – это будет, конечно, победитель. Но чаще говорят женем пас – победитель, используя пас.
Курлыши. Это у нас будет правильно строитель. Если курлыс это стройка, то курлыши это будет строитель. Етекши. Етек сапог, етекши. Правильно, сапожник. Балыкши. Конечно, рыбак. Балык рыба, балыкши рыбак. Кытапханаши. Молодцы, библиотекарь. Тауши. Альпинист. То есть Тау – гора. Ну а какие у нас профессии, связанные с горой? Альпинисты, тауши. Суритши. Простое слово, художник. Молодцы, идем дальше. Басши. Бас – это голова, начало, значит басши – начальник. Конечно. Жолши – дорожник. Ölenşe – певец. Молодцы. Караши. Кара черный. А, значит, караши будет простолюдин, либо прислуга. Бакши. Бак – сад. Бакши – садовник. Моншаши. Монша – баня. Моншаши – банщик. Сюд – молоко. Сюдше – тот, кто продает молоко. Молочник. Молочник не в смысле, вот здесь не надо путать, это не посуда, не предмет, не емкость, в котором держит молоко, а это человек, который продает молоко. Нанши – пекарь. Едше – мясник. Молодцы. Емше – емлечение. Емше – знахарь, лекарь. Кёмикши – помощник. Гарышкер – гарыш, космос. Новое слово сегодня учили. Гарышкер. Правильно, космонавт. Дарья – лекарство. Даригер – врач. Мурагер – мура – наследие. Человек, который имеет наследие, что-то наследует, он будет наследник. Отлично, молодцы. На этом, друзья, урок закончен. Я вас поздравляю. Вы столько, много узнали новых слов. Причем, зная старые, вы построили новые. Вы увеличили свой словарный запас, при этом без напряга. Поздравляю. Пока.